зовут Барзукаева Елена Петровна, я житель города Дербента. 15 июня 2019 года сотрудники ЦП похитили наших 3 сыновей. Зверски пытали, отвезли на базу пыток. Зверски пытали. Вот это мой сын. Неделю назад он фотографировался. Через неделю после пыток с него сделали бандита. Он очень худой, высокий. Посмотрите на него. Натуральный бандит выложили в МВД Дагестана, в министерство. Я когда увидела этот снимок, это было просто не перенести. Позже я объявила голодовку. Мы объявили с другой матерью голодовку. Меня увезла через 10 дней скорая помощь. Никто не откликается. Начальники городдела не откликаются. Я знаю, кто похитил наших детей. Я знаю, где пытали наших детей. Где такое зверство. 15 июня в Дербенте сын на суде передал, на 6 листах описывалось, как его пытали, где пытали, как дознаватели торговались и писали все под диктовку ЦПшников, что надо переписать. 3 раза переписывали все дела. 3 раза переписывали. ЦПшники сказали, нам план нужен выполнить. 208-ю. Написали 222-ю. 2 части. 223-ю, 208-ю, 205-ю. Я инвалид 2 группы. Моего сына отец погиб на Комсомольской стройке в Саяногорске, когда этому ребенку было 5 месяцев. Я его воспитывала, твой отец мусульманин. Твой отец, ты должен быть его веры. Он стал верить Аллаху. Он молился и носил бороду. Но у меня не было 5 миллионов выкупить его, понимаете? Может, я громко кричу, не знаю. У меня 5 миллионов ЦПшники запросили у меня. А потом они мне сказали, мы хотели быстренько сделать это. Русская сука подняла вопрос на весь мир. Да, подняла, я борюсь. Этот ребенок ни в чем не виноват. Он рожает детей. Для чего он рожал детей? Чтобы потом что-то делать. Я писала, я пишу везде. Ребенок, я первый раз за 14,5 месяцев, мне первый раз показали ребенка, дали свидание с ним. Он мне рассказывал, говорит, мама, у них в плане не было меня оставить живым. Но они побоялись и сказали, что ты работала с Шойгу на Комсомольской стройке, поэтому меня оставили в живых. Сегодня дали заключение, у него перебит позвоночник, у него перебит колено, на той неделе будем оперировать, у него перебит мениск. У него анкилоз образовался после избиения. У него сломанный палец на ноге 4 месяца назад. Ему каждый раз за то, что какую-то дырка в стене, у него уже несколько карцеров. И говорит, мама, просто приходят, забирают меня и даже не объясняют. Я, говорит, один только мое нарушение, а все остальные карцеры, это не мое нарушение. Почему это зверство я пропил? У меня 4 дела вот таких отписок. Да, я обратилась к Шойгу. Да, я с ним работала, сказала Сергей Кужегетович, мы с вами работали на Комсомольской стройке. Это не в вашей компетенции, но оружие это в вашей компетенции. Докажите, где мой сын взял столько оружия. Докажите, ведь я знаю, что по одному и тем же оружием 27 человек сидят в тюрьме по одним номерам. Почему сотрудники не уничтожают, не утилизируют это оружие, которое берут? Они пытают на базе пыток. Я не буду молчать. Я все скажу. Они пытают на базе пыток, загоняют иголки под ногти, пытают электрическим током. Шамиль Хадулаев сидит на 3-й день, был в СИЗО у нас. Он видел эти ожоги от электрического тока. Если мой сын больше 12 часов терпел пытки, но доходит до того, когда парень молчит и терпит, его снимают штаны, вводят туда палку обвернутую. Я сказала полковнику Омарову, Следственного комитета, беда всех родителей, что они не анатомируют своих ребят. Когда под пытками ребята умирают, их выкидывают в лес, ложат автомат рядом и рапортуют, как рапортовали за моего ребенка. Мой ребенку 2 года ребенку и 5 лет ребенку. Зачем он будет рожать детей, если он хочет убивать? Куда-то поехали какие-то
Синхрон, какие-то ямы копал. Что попало, понаписали. Я требую, я просто требую. Да, Сергей Кужегетович отозвался. Да, он весь материал переслал на Лубянку. На 6 листах мой сын написал все это зверство. Я читала, когда читала. Включила музыку и говорила: ты, Петровна, сильная. Ты художественную книгу читаешь. Такого зверства невозможно терпеть. Это же наши россияне. Это же наши солдаты.